Среди мер, которые можно предпринять для того, чтобы у вас не изъяли земельный участок, первое — это, конечно, освоение, согласно тем критериям, которые сейчас начнут действие с 1 марта 2025 года, но можно их сейчас уже предпринимать, потому что, как я уже говорила, норма уже действует, и изъятие будет действовать не только с 1 марта, и на сегодняшний день могут изъять земельный участок за его неиспользование. Просто с 1 марта 2025 года эти нормы будут конкретно определены перечнем правительства. То сейчас таких норм, критериев нет, но, как мы уже видим из предостережений, сфотографировали земельный участок, на котором растут сорняки, на котором нет строений, соответственно, это уже может быть причиной того, что у вас изымут земельный участок, например, для того же индивидуального жилищного строительства, потому что он предназначен для строительства каких-то объектов и сооружений. Поэтому в первую очередь мы должны осваивать земельные участки и хотя бы создавать какую-то видимость его освоения. Что это может быть? Первое — это удаление сорняков, это рекультивация земель, это избавление от мусора или каких-то предметов захламления и так далее. Можно поставить забор. Кроме этого, из более таких серьезных мер, которые можно предпринять, когда вы точно будете спокойны, что у вас не изымут земельный участок, это обновить право собственности на этот земельный участок, передать его кому-то другому, чтобы отсчет времени срока права собственности отсчитывался заново, и было еще время для его использования, потому что, конечно, не у всех людей есть возможность, например, на том же земельном участке для индивидуального жилищного строительства прямо сейчас заливать фундамент и строиться. Именно поэтому юристы, да, мы с коллегами рекомендуем, например, обновить право собственности на земельный участок с помощью, например, договора дарения своему члену семьи, чтобы также не возникали потом какие-то налоговые обязательства, чтобы не платили налог. Можно подарить земельный участок своему близкому члену семьи, это супруги, родители, дети, то есть совершеннолетние члены семьи, чтобы потом не было никаких проблем с последующим его отчуждением, если вы примете такое решение. Также для земель ИЖС, для индивидуального жилищного строительства, тем, кто получил предостережение, если они планируют все-таки строиться, да, использовать по назначению эту землю, стоит подать уведомление в местную администрацию о начале строительства. Таким образом, они себя как раз обезопасят от изъятия земельного участка, потому что будет уже конкретно видно, что гражданин собирается использовать этот земельный участок, у него планируется стройка. Кроме этого, очень много случаев, когда приобрели земельный участок, но пока нет возможности строиться и использовать эту землю по назначению. Это если мы говорим с вами о землях для ИЖС, для индивидуального жилищного строительства. В таком случае, как я уже озвучивала, это меры в первую очередь по освоению. Если же у нас не получается сейчас строиться, как мы с вами говорим, то это просто обновлять каждый раз срок владения этим земельным участком. То есть в этом пока нет никакого запрета, это совершенно все законно, вы просто таким образом можете себя обезопасить от его изъятия, потому что у вас каждый раз будет отсчитываться тот самый год, тот самый срок 3 года, и вы будете спокойны, что в течение хотя бы этих 3 лет, если вы на нем не построитесь и не будете никак осваивать, при этом сорняки все-таки нужно будет убирать из захламления, потому что существуют еще и административные правонарушения, связанные с этими действиями, чтобы просто не попасть на штрафы, даже уже не говорим об изъятии. Да, на самом деле такие случаи уже есть, хотя они единичные, но все равно стоит подумать и задуматься об этом, потому что это в первую очередь касается тех земель, которые очень много лет, годами просто никак не оформляли, не вступали в право собственности. И, естественно, местная администрация принимает решение о том, что если этот участок на протяжении долгого времени никаким образом не то что не использовался, не осваивался, у него даже до сих пор нет собственника, который принял в собственность этот земельный участок, то такой участок подлежит изъятию, и принимается это, естественно, только на основании решения суда. Решение суда всегда можно оспорить, но на самом деле все зависит от ситуации, это будет индивидуально решаться, и не всегда это будет возможно.